Манзара Транссервис, пассажирские перевозки по городским и междугородним маршрутам, скидка 10% до 30 сентября. Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на проспекте Победы. Он даже руль сломал у машины, то есть там вообще все жестко. Иномарка вылетела с дороги, врезалась в столб и еще один автомобиль. 7-летний мальчик утонул в бассейне сауны, куда его привела мать с ее другом. Вышли, сказали, что вызывайте скорую, мы пошли скорую вызывать, и все. Трагедия произошла, когда взрослые уединились, оставив ребенка одного. И расскажем самые популярные истории иностранцев, которыми приезжие объясняют отсутствие документов на работу и пребывание в России. Где документы? Это не документы, это пропуск обычный. Это и не только прямо сейчас. Не справился с управлением, врезался в столб, затем и в проезжающий мимо автомобиль. Крупная авария произошла на проспекте Победы. Сильно пострадали сразу несколько человек. Салават Мухмадуллин узнал о версиях произошедшего. Медицинская помощь потребовалась как женщине-водителю «Лады Калина», так и ее пассажирке. Их госпитализировали с диагнозом ушиб и сотрясение головного мозга. Серьезно досталось и владельцу Kia. Версии две. Либо он врезался сам в столб, как говорит женщина, и потом отлетел от столба и врезался в Калину. Либо Калина просто, потому что она все равно как бы сюда съехала немножко. Либо она его просто подрезала, и он врезался в столб. О силе удара говорит и повреждение автомобилей. Kia была разбита как спереди, так и сзади. Остановилась же машина только после встречи со столбом. В качестве причин аварии собравшиеся на месте происшествия озвучивали сразу несколько версий. У него ребра, что ли, сломаны. Прям он вообще. Он один был, да. Но он был не пристегнутый. Он даже руль сломал у машины. То есть там вообще все жестко. По предварительной версии автоинспекторов, 40-летний водитель автомобиля Kia Cerato не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, после чего его машину выбросило с дороги прямо в опору линии электропередач. Уже затем Kia столкнулась с «Ладой Калина». Салават Мухмадуллин, Айрат Назипов, Александр Лобанов, «Вызов 112». Чуть позже на проспекте Победы столкнулись «Лада» 14 модели и автобус. От удара легковушку развернуло на 180 градусов. К единому мнению о причинах ДТП оба участника аварии так и не пришли, устроив жаркий спор на глазах у сотрудников ГИБДД. Подробности расскажет Альбина Минибаева. Но если удар был здесь, как у вас тогда получилось на этой стороне? Это уже почти финал жаркого спора, когда оба участника аварии на повышенных тонах высказали друг другу свое видение произошедшего. Водитель многотонника рассказал, что повернул на проспект Победы со стороны улицы Зорге и двигался по автобусной полосе. В какой-то момент на горизонте появился ВАЗ-2114. Я же на правой полосе. Автобус написано. На полосе автобус написано. Вот я по своей полосе ехал. Он вас подрезал, что ли, как-то слева? Нет, он на большой скорости просто ехал, не успел притормозить. Он метров 30-35 у него тормоза там. Что-либо говорить на камеру водитель легковушки не хотел, свою вину в произошедшем не признал. Сотрудникам ГИБДД мужчина объяснил, что общественный транспорт двигался не по своей полосе. Там произошло столкновение, автобус пошел сюда, якобы он двигался по своей автобусной полосе. Есть очевидцы. Один очевидец, который ехал сзади меня, а второй очевидец, соответственно, кто этот пассажир его. Он твердит, что он якобы был на своей полосе, и якобы у меня была большая скорость. Помощь в поиске виновника сможет оказать видеорегистратор, который был установлен в автобусе. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Александр Лобанов. Вызов 112. 7-летний мальчик утонул в сауне, куда пришел вместе с мамой и ее другом. В какой-то момент после выпитого спиртного взрослые уединились, оставив ребенка одного. Спустя время обнаружили его лежащим на дне бассейна. Спасти ребенка не смогли. Все произошло в Нижнекамске. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но мать ребенка успела скрыться. Станислав Яковлев узнал, что кроме возможной уголовной ответственности, у нее для этого был и другой повод. В эту сауну мальчик пришел вместе с мамой и ее другом. Предположительно, Нижнекамка встретила своего знакомого в торговом центре, куда пришла за ранцем для сына. Именно там взрослым и пришла идея такого досуга. В сауне мужчина и женщина выпили и уединились, оставив мальчика одного у бассейна. При этом мать проигнорировала предупреждение администратора сауны о том, что там глубоко и холодная вода. Там они употребляли спиртное. Затем мальчика выпроводили в бассейн. После окончания этих сексуальных утех обнаружили, что мальчик молчит.
Мальчика обнаружили лежащим на дне бассейна. По заключению экспертов, под водой ребенок пробыл от 10 минут до получаса. Потом вышли, сказали, что вызывайте скорую. Мы говорим, пошли скорую вызывать, и все. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Тело ребенка передали отцу. Что касается матери, у 31-летней женщины еще 4 несовершеннолетних детей. Семья состоит на учете как неблагополучная. После этого случая она открылась и, видимо, боится не столько органов следствия, сколько своего супруга, соответственно. Пока она где-то прячется, то есть пока мы ее местонахождение не установили. Она воспользовалась временем, когда по данному факту проводилась проверка. Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Она предусматривает до 2 лет лишения свободы. Станислав Яковлев, Вадим Струминский, вызов 112. Казанские пожарные спасли из-под завалов 2 пострадавших. На единый номер пожарной службы поступило сообщение об обрушении одного из домов по улице Мариупольская. Под завалами оказались 2 местных жителей, 29-летний мужчина и 32-летняя женщина. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что причиной обвала кирпичной стены стал демонтаж гаража, пристроенного к дому. Быстро оценив ситуацию, пожарные сразу приступили к поиску пострадавших. Они были благополучно извлечены из-под завала и переданы работникам бригады скорой медицинской помощи. В интернете появилось видео, как в Нижнекамском районе водитель «Жигулей» сбил лося. Животное пыталось перебежать проезжую часть прямо перед автомобилем. Судя по кадрам, удар был не сильным и, вероятно, по касательной. Иначе последствия и для животного, и для водителя были бы гораздо серьезнее. Лось после падения самостоятельно поднялся и также быстро убежал в лес. Внимание, розыск. Полицейские Казани разыскивают без вести пропавшую жительницу города. 61-летняя Садыкова Алия Харисовна ушла из дома 22 июля, и с этого времени о ее местонахождении ничего не известно. С заявлением в полицию обратилась дочь пропавшей. По ее словам, женщина страдает нарушениями памяти, злоупотребляет спиртными напитками, из-за чего у нее обостряются приступы эпилепсии. Ранее женщина неоднократно уходила из дома. Особые приметы: рост 160 сантиметров, возраст 61 год, худощавого телосложения, волосы короткие, черные, вьющиеся, сутулица, отсутствуют передние зубы, была одета в серую вязаную кофту, разноцветное платье с цветочным орнаментом, серые кеды с белой подошвой. Всех, кто может оказать содействие в установлении местонахождения Асии Садыковой, полицейские просят обращаться в отдел полиции «Восход» по телефонам 294 53 52, 555 75 50, 8 953 496 55 91. Нарушение правил пребывания в стране и трудовая деятельность без разрешения. Все это не только выявили сотрудники миграционной службы во время масштабной проверки рынка в Казани. Всего полицейские проверили несколько десятков гостей из стран, как правило, ближнего зарубежья. У кого-то все документы были в порядке и вопросов не вызывали. Кто-то не понимал, чего от него хотят стражи порядка, а кто-то пытался выдать за всемогущее разрешение обычный пропуск, рассказывая при этом целые истории. Сергей Хайдаров услышал, как приезжие объясняют отсутствие документов. Кто потерял паспорт, у кого украли документы, кто-то с трудом говорит на русском, а на рынке просто гуляет. Для этого и приехали в Россию. И ни о какой работе речь не идет. У иностранцев, которые не смогли предъявить необходимые документы и разрешение на работу, истории наготове. Нет, вы потеряли паспорт, да, я так понимаю? Ну, я поняла. В ходе отработки различных торговых объектов было проверено порядка 60 иностранных граждан на предмет соблюдения ими законодательства о порядке пребывания на территории Российской Федерации и осуществления ими трудовой деятельности. При виде людей в форме продавцы торговых павильонов вели себя как один. Сильно пугались, несвязно что-то объясняли, а некоторые даже пытались перехитрить полицейских. Пожарно-техническое обучение. Где документы? Это не документы, это пропуск обычный. Всего сотрудниками миграционной службы были проверены 4 крупных торговых комплекса города. Это вьетнамский рынок, торговые ряды рядом с компрессорным заводом, а также рынки 10-го микрорайона и Азина. Масштабная операция принесла свой результат. Выявлено 7 нарушителей миграционного законодательства, которые привлечены к административной ответственности в установленном законном порядке. Однако покидать пределы страны этим гражданам не придется. На всех нарушителей наложен административный штраф в размере 2000 рублей. Сергей Хайдаров, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.